Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. Остановить то, что скрыто. Машины премиум-класса так делают. Непонятно, ребят, вы будьте посерьезнее. Как на трассе М12 ловили водителей неплательщиков и что им теперь грозит, узнал Дмитрий Аренин. Во всем мире пишут татарща диктант. Как будто вернулись в детство, как-то волнительно. Мне кажется, вот такие мероприятия очень важны для сохранения татарского языка и культуры. Как в этом году прошла международная акция, расскажет Вероника Гайнудинова. Веселые и находчивые разных поколений на одной сцене. КВНу в Татарстане 30 лет. Самый смешной юбилей в репортаже Алены Струминской. Сегодня на трассе М12 «Восток» сотрудники Автодора и Госавтоинспекции останавливали тех, кто скрывает госномера авто и тем самым уклоняется от оплаты. С октября наказания в отношении таких водителей ужесточили. После поправок в административном кодексе за использование спецустройств, препятствующих распознаванию госномеров, грозит лишение прав на срок от года до 1,5 лет. Теперь без водительского удостоверения рискуют остаться и те, кто неоднократно пытался проехать без оплаты другими способами, например, с закрытыми грязными номерами или вовсе без них. Чем закончился рейд на трассе, расскажет Дмитрий Аренин. Тут понять сложно по фотографии, если такое устройство специальное. На первых двух фотографиях здесь видно, что просто номера сняты. Все передвижения на трассе М12 фиксируют камеры видеонаблюдения. Фото машин с неопознанными номерами или вовсе без них тут же видят инспекторы ДПС. Так, на въезде в Татарстан со стороны Чувашии заметили иномарку с прикрытым бумагой госномером. Водителя остановили. Пока сотрудник ДПС шел к машине, водитель успел открыть номер. Здесь бумага. Предъявив доказательства, водителя пригласили для составления протокола. 2000 рублей в течение 20 дней, 2500 рублей сможет оплатить данную. После оформления штрафа молодой человек от комментариев воздержался. С начала года на трассе М12 выявили более 400 нарушений. По территории Татарстана в сутки проезжают более 7000 автомобилей. Самое популярное место – мост через Волгу. Сотрудники госкомпании «Автодор» предупреждают, наказание за скрытие номера ужесточили. Теперь можно лишиться прав. Сейчас за умышленное сокрытие номерных знаков, то есть это устройство, которое скрывает номерной знак, сейчас лишение прав до 1,5 лет. Если бумажка, грязные номера или еще какие-то, соответственно, это штраф 5000, лишение при повторном уже нарушении, лишение до 3 месяцев. Ездить без номеров и без наказаний по платным трассам могут только новые машины, которые еще не поставили на учет в ГАИ. Таких сегодня также останавливали и разъясняли правила. Федор Шмаков из Москвы занимается перегоном машин и водителей неплательщиков осуждает. Это некрасиво, потому что вот я замечал такую особенность, то, что очень часто машины премиум-класса так делают. Непонятно, ребят, вы будьте посерьезнее. Бедные люди платят, не сильно обеспеченные. Не такие большие деньги, потом это же вклад в будущее, чтобы новые дороги будут строить. Сейчас на М12 стоимость проезда от Москвы до Казани для легковушек почти 5000 рублей, для большегрузов и автобусов 10. Стоимость формируется с учетом законодательства, которое индексация, соответственно, проезда. Сейчас сформированы такие условия, чтобы для всех пользователей этот тариф складывался оптимально. В Автодоре водители призывают не уклоняться от оплаты и напоминают, трассу строили на заемные средства и вложения должны окупиться. Дмитрий Аренин, Альбина Минаева, ТНВ, Кайбецкий район. В первой половине декабря после реконструкции откроется Горьковское шоссе. Работы сейчас выполнены на 95%. Уже готова трехуровневая развязка на месте Старого кольца, разворотные петли. Здесь обновили 11,5 километров асфальта, построили тротуары, установили шумозащитные экраны. На всем протяжении шоссе предусмотрено бессветофорное движение, а количество полос расширено до 6. Все это позволит в 2 раза увеличить пропускную способность транспортной артерии до 11 тысяч автомобилей в час. Сегодня с ходом работы ознакомился мэр города Эльсур Медшин. Остается завершить облицовку надземных и подземных переходов, достроить тоннель для велосипедистов под ЖД-мостом. Это излюбленное направление наших
дорогих жителей Казани на даче, но в том числе большой жилой комплекс Салават-Купре. Это дорога жизни. Мы мечтали о ней, и мечтали наши предшественники. Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, правительству нашей республики, федеральным программам, благодаря которым мы смогли эту реконструкцию завершить. Уже 95% мы на финишной прямой. Каждый 10-й опрошенный житель Татарстана сталкивался с коррупцией. Из них почти 40% брали или давали взятку. Данные соцопроса сегодня озвучили на пресс-конференции. При этом отметили, за последние 13 лет этот показатель снизился в 2 раза. В исследовании приняли участие 3500 человек. Сообщают о коррупционных преступлениях и в народный контроль. За первые 6 месяцев года в сервис поступило 21 обращение. Иногда коррупционные проступки, правонарушения вызваны не с тем, что вот человек злонамеренно хочет что-то сделать, а просто по причине того, что не знает, что это запрещено, или не осознает негативных последствий того, что он собирается делать. Поэтому очень важно для того, чтобы у нас противодействие коррупции было эффективным, ну, как я уже сказал, заниматься разъяснительной работой. Также озвучили рейтинг министерств и районов по эффективности борьбы с коррупцией. Лучше всех работают Минземимущество, Минтруд, а также Госкомитет по биоресурсам. Отдельный рейтинг, подготовленный по органам местного самоуправления. Список наиболее активных возглавили Нижнекамск, Зеленодольск, Казань, Лениногорский, Тукаевский, Рыбнослободский, Муслюмовский, Спасский и Цюричинский районы. Озвучу показатели одного из лидеров по итогам полугодия Нижнекамского района. Всего проведено 5 заседаний комиссии при руководителе органа местного самоуправления по противодействию коррупции. 11 муниципальных служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике. Проведено 82 консультации муниципальных служащих на тему антикоррупционного поведения. Проведены мероприятия антикоррупционной направленности, проведенных с участием общественных объединений и организаций. Сегодня Рустам Минниханов принял участие в торжествах по случаю предстоящего дня сотрудников органов внутренних дел. В МВД по республике чествовали лучших сотрудников и благодарили за службу. Райс республики отметили блестящую работу по обеспечению правопорядка во время саммита БРИКС. Глава МВД и секретарь Совбеза вручили полицейским ключи от 55 новых служебных машин. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Словно на плацу ровной коробкой выстроена надежная техника для выполнения служебных задач. В преддверии профессионального праздника Татарстанское управление МВД получило 55 автомобилей «Лада» и УАЗ. На новых автомобилях будут нести службу сотрудники госавтоинспекции, сотрудники патрульно-постовой службы, оперативных, следственных подразделений, сотрудники дежурных частей. Товарищи офицеры! Рустам Минниханов благодарит руководство и личный состав министерства. В этом году они блестяще справляются и с текущими, и особо важными задачами. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для большинства из вас служба в органах внутренних дел – это не работа, а призвание и смысл жизни. Мы знаем, как нелегка ваша служба, но вы несете ее с честью, достойно продолжая лучшие традиции советской милиции. В этом году Татарстан провел целый ряд международных событий. На играх будущего присутствовали больше 100 тысяч гостей и 7 глав государств. Порядок обеспечивали 2300 татарстанских полицейских. Затем Казанфорум. За безопасностью следили 2000 полицейских. На играх и саммите БРИКС работали более 6000 сотрудников МВД по Татарстану и из других регионов России. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы, за теплые поздравления в адрес коллектива. Уважаемые коллеги, еще раз от всей души поздравляю всех присутствующих с нашим общим праздником. Желаю успехов в службе, профессионального долголетия, крепкого здоровья вам и вашим семьям, настоящего человеческого счастья, душевного спокойствия, тепла и всего самого наилучшего. С начала года татарстанские полицейские раскрыли ряд резонансных преступлений, в том числе и прошлых лет. Задержали убийц, телефонных мошенников, нечистых на руку застройщиков и даже беглецов, которые скрывались в других странах. Иногда рисковали собой, чтобы спасти других. Так, в мае в Казани старший лейтенант Фанис Минибаев и лейтенант Денис Гусаров вошли в горящую квартиру и спасли из огня детей. В августе старший участковой полиции в Елабуге Радик Гарипов вытащил из реки тонущего пожилого человека. Сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел стоят новые непростые вызовы.
Иностранные спецслужбы, в первую очередь украинские, делают все возможное, чтобы внести разлад, дестабилизировать обстановку в стране. Все это значительно усиливает имеющие риски и угрозы. Убежден, вы и впредь будете профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить Отечеству. Рустам Минниханов отметил сотрудников, которые сегодня служат в зоне специальной военной операции. Подчеркнул, действуя плечом к плечу с военными и коллегами из других силовых структур, сотрудники МВД Татарстана решают важнейшие задачи на новых территориях. Отличившимся сотрудникам сегодня вручили государственные и ведомственные награды. Амиль Шайдуллин, ТНВ, Казань. Делегация из Татарстана приняла участие в параде памяти в Самаре. Его проводят ежегодно в честь легендарного военного парада 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В торжественном шествии участвовали более 7,5 тысяч человек, в их числе ученики Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. В этом году парад памяти прошел под лозунгом «Наша семья, наша победа». Каждый пятый водитель в Татарстане ездит без страховки, и в основном это таксисты. Почему потерпевшие платят за виновника ДТП? Обо всех пробелах в законе о такси читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой находится в Москве. Райс республики принял участие в форуме «Технологическое лидерство, бизнес, наука и государство». Его цель – улучшить введение бизнеса в регионах в сфере высоких технологий. Также участие приняли заместитель руководителя администрации президента страны Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минобрнауки. Напомним, Рустам Минниханов – председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России. Сегодня в нее входит 18 регионов. Райс Татарстана отметил, Владимиром Путиным поставлена задача до 30-го года войти в десятку мировых научных держав. Ассоциация – это 25% валового продукта нашей страны. Если взять научные, если взять инновационные продукты, это 37%. С учетом нашего коллеги в Владимирской области мы еще продвинемся вперед. Позже Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета Ассоциации инновационных регионов России. Обсудили вопросы развития. Также в рамках встречи подписали соглашение о принятии в альянс Владимирской области. Сегодня в Казани в центральном офисе группы компаний «Таиф» прошла встреча с представительной делегацией из Китая. После саммита БРИКС Казань становится эффективной площадкой для укрепления взаимодействия между странами. Впереди традиционный российско-китайский бизнес-форум «Ростки». Сегодня было подписано соглашение о намерениях между научно-исследовательским институтом инженерных материалов Китайской национальной нефтяной корпорации и компанией «Таиф». Институт имеет колоссальный опыт в области создания новых материалов для нефтехимии, энергетики, нефтепереработки, трубного производства. «Таиф» – инвестиционная компания с богатым опытом и компетенциями. У партнеров много точек соприкосновения и возможностей для сотрудничества. Сегодня мы подписали с «Таиф» соглашение о создании совместных лабораторий «Один пояс, один путь» в области нефтехимии и нефтепереработки. Все это в рамках инициатив наших лидеров Си Цзиньпиня и Владимира Путина. В Татарстане продолжается диспансеризация. С начала года свое здоровье проверили 946 тысяч жителей. План на год почти 1 300 000. Пройти диспансеризацию сейчас можно и в мобильных поликлиниках. Передвижные бригады работают в крупных городах Казани и Альметьевске. В столице, прикрепленные к 20-й и 21-й поликлиникам, а также 7-й больнице, могут провериться по адресам, указанным на экране. С начала недели в Казани выездную диспансеризацию прошли почти 3000 жителей. Как мобильный пункт работает в Альметьевском районе, смотрите в репортаже Светланы Звонаревой. Сегодня мобильная поликлиника работает в Нижнем Актаме. Здесь можно пройти все обследования, включенные в перечень диспансеризации. Приезжают даже из соседних сел. Очень удобно, потому что все, и флюорография, и маммография, все здесь, и кровь берут, и ЭКГ тоже можно пройти, и все остальное. Я вот буквально 3 минуты стоял. Зашел и сдал. А поликлинику туда-сюда пойти, там в очереди стоял еще. Очень приятно. Спасибо, кто это создал вот такую систему. Диспансеризация нужна, чтобы выявить заболевания на ранних стадиях и оценить риски. В нее входит консультация терапевта, общий анализ крови, ЭКГ, флюорография. Дополнительно женщины проходят осмотр гинеколога и маммографию. Альметьевский муниципальный район – это один из самых, скажем так,
обширных по площади районов. Порядка 50 ФАПов прикреплено к центральной районной больнице. Район обслуживания большой, поэтому выезды вот таких мобильных комплексов вместе с ФЛЮМАМом являются актуальными. Пациентам не нужно ехать в поликлинику, не нужно ехать в город. Врачи напоминают, диспансеризацию необходимо проходить регулярно, до 40 лет раз в 3 года, после ежегодно. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Светлана Звонарева, Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, ТНВ, Альметьевский район. Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов сегодня встретился с акимом Казахстанской области Абай Нурланом Уранхаевым и председателем областного маслихата, то есть парламента, Куанышем Сулейменовым. В Казани сейчас проходят Дни культуры области Абай, и делегация страны находится в столице с рабочим визитом. Для гостей провели экскурсию по зданию Госсовета и рассказали о законотворческой деятельности. Последние 10 лет Казахстан традиционно входит в десятку ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана. По итогам 5 лет неизменно увеличивается товарооборот. В этой стране вторая по численности татарская община в зарубежье. В Казахстане проживают около 220 тысяч татар. Марат Ахметов поблагодарил коллег за трепетное отношение и поддержку соотечественников. Нурлан Уранхаев, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием. Торгово-экономические отношения с Казахстаном только развиваются. И динамика только позитивная. Но, к сожалению, вот с Абайской областью в нашей республике, я думаю, потенциал взаимоотношений, он еще достаточно не раскрыт. Нам еще глубже надо изучать друг друга. И тем более Абайская область – это огромная перспектива логистики. Конечно, все, как всегда, на очень высоком уровне. Хотелось бы еще раз поблагодарить за теплый прием, за братское отношение. Да, на самом деле у нас мы берем пример именно с Казани, с Татарстана. Сегодня стартовала ежегодная всемирная акция «Татарща Диктант». Диктант на татарском. Для нее по всему миру организовали почти 8 тысяч площадок, где участники проверят свои знания. Акция продлится 3 дня. Сегодня писали в Татарстане, следующие 2 дня в регионах России и за рубежом. Ежегодно диктант на татарском языке пишут больше 1 миллиона человек. Сложны ли в этом году тексты? Кто еще ни разу не пропустил акцию, которая проводится уже в 9-й раз, знает Вероника Гайнудинова. Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ традиционно главная площадка. Ровно в 10 часов около 200 участников начали писать диктант на татарском. Ученые, студенты, артисты, горожане. Те, кто раз в год проверяет свои знания татарского вместе со всем миром. На татарском диктанте пока вот впервые участвуем. Действительно, как будто вернулись в детство, как-то волнительно. Мне кажется, вот такие мероприятия очень важны для роста, для сохранения татарского языка и культуры. Охота побольше общаться на татарском языке, больше общаться именно, узнавать что-то больше, изучать свою историю. Лилия Галиева ни разу не пропустила акцию. Проводится она уже в 9-й раз. Раньше писала диктант в родном Менделеевске, сейчас живет в Казани. К акции готовилась, даже надела соответствующий атмосфере наряд. Я школу закончила более 40 лет назад, да, и поэтому мне, во-первых, еще хочется вспомнить это школьные годы, а во-вторых, это еще раз самоутверждение себя, именно твои корни, и еще раз пробуждает в себе уверенность. В первый день акции читают текст татарского писателя, драматурга Шарифа Камала «Матур Туанда. Когда рождается прекрасное». В Татарстане акцию посвятили юбилейной дате 140 лет со дня рождения Шарифа Камала. «Когда рождается прекрасное» – это один из самых лучших произведений Шарифа Камала. Он его дописал в 1937 году, и роман должен был стать первой частью большой эпопеи о жизни татарской деревни. Но, к сожалению, Шариф Камал не смог дописать все романы, но у нас есть возможность как раз-таки вот прочитать первую часть. В Национальной библиотеке диктант писали вице-премьер Василь Шейхразиев, министр образования республики Ильсур Хадиуллин, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тимаев и многие другие. Впереди еще 2 дня акции. Каждый желающий может написать диктант, в том числе и онлайн. Также все 3 дня трансляцию диктанта ведет наш телеканал. Присоединиться можно, включив в 11 часов ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Почти во всех европейских странах, в Америке, в странах Арабского полуострова, там везде, практически везде пишут диктант. В Саудовской Аравии, например, диктант у нас проводится. В Эмиратах проводится диктант. Казахстан, наверное, лидер. Там порядка 30 у нас
точек написания диктанта. В 79 регионах страны и в 37 странах мира диктант напишут по произведениям Гумера Баширова и Мирсая Амира. Здесь подбирается текст, который адаптирован для, допустим, наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах, там, где латиница, да, то есть мы не ограничиваем возможность. А на кириллической графике, то есть, получается, мы уже на территории всей России даем возможность. Татарский диктант писали вот на таких листах. В верхней части данные участников. Именно их нужно будет ввести на сайте «Диктант Татар», чтобы узнать свою оценку. Итоги подведут через месяц. Только в Татарстане 2500 площадок, где можно присоединиться к акции. В мире диктант напишут больше 1 миллиона человек. Это объединяющий праздник. Тут собираются все татары, и можно просто после акции поговорить. Это хорошая встреча для всех татар. По традиции акция всегда завершается главной песней татарского народа «Туантель Тукая» как символ родного языка. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. 2500 игр, 600 телепрограмм и 1300 команд. КВН Татарстана отмечает 30-летие. В честь юбилея в Казани прошло большое праздничное шоу. Знаменитые команды, популярные КВНщики и все, кто играл в клубе веселых и находчивых, собрались на одной сцене. Самому опытному участнику 72, самому младшему 8. Зрители увидели лучшие номера легендарных татарстанских команд за 3 десятилетия. Как веселые и находчивые отметили большой юбилей в Международный день КВН. Репортаж Алены Струменской. Магнитолу из китайской машины дернул, никому не надо. Юбилейный вечер только начался, а в зале уже не смолкают смех и аплодисменты. Первой выступает альметьевская команда КВН «Каракус», нынешние участники высшей лиги. Миниатюры, пародии, музыкальный номер для зрителей юбилейной игры – все самое смешное. Такого в истории татарстанского КВН еще не было. На одной сцене 120 КВНщиков 3 десятилетий. От участников легендарной команды 4 татарина до молодых. Здесь депутат Госсовета Марат Бариев, экс-заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, министр спорта Владимир Леонов. Все выходцы из клуба веселых и находчивых. Такое невероятное чувство оказаться опять на этой родной сцене Уникса. Поздравить нас всех с невероятной датой, 30-летием КВНа. Вот мы давно уже этим занимаемся и до сих пор пересматриваем и все помним. Прикольно было. Ездили, видели то, что не видели бы по-другому. Города видели новые, друзей, обрастали друзьями. Нормально было, в общем, хорошие годы. Состав жюри не менее звездный. Оценивают лучшие команды Татарстана, известные на всю страну КВНщики, ведущие, сценаристы. Ребята из Татарстана обскакали всех, им было легко эти 30 лет, им все хорошо давалось. Я помню, мы с ними еще выходили на сцену вместе. Сколько друзей хороших, сколько, значит, знакомств прекрасных. Сейчас по всей России мы встречаем наших прекрасных, замечательных друзей. КВН – это большая семья. КВН в Татарстане 30 лет. За это время в республике создали 1300 команд. Вышло в эфир 600 программ с играми клуба. Завоеваны все высшие награды Международного союза КВН. Сборная «Татнефть», чемпионы высшей лиги. 4 татарина, двукратные вице-чемпионы. Альметьевский «Каракус», обладатели большого кивина в золотом. Это здорово, что эти ребята учатся добру. Это здорово, что сотни тысяч этих ребят играют в КВН и знают, как болеть друг за друга, как идти к успеху. Мы этому обстоятельству рады, надеемся, что и следующее поколение тоже нас не подкачает. Мы стартуем уже во второе 30-летие, в 30-летие КВН, когда будут тоже большие, яркие и хорошие победы на республиканском и на федеральном уровне. А сегодняшний счет мы оплатим на 40-летие! Зал полон. На юбилейной игре 1000 зрителей. Для многих КВН – неотъемлемая часть жизни. Ну, наша семья создалась на почве КВН. Я благодарна судьбе, что в моей жизни была эта игра, когда я была чуть моложе. В 2008 году, наверное, на протяжении 2 или 3 лет играли в Лиге Республики мы с командой, даже не с одной. Вот пришел просто увидеть старых своих друзей. С КВНом меня связывает много. Я детство провела в КВН. Так скажем, я играла в юниор-лиге. КВН РТ – это, наверное, отдельная любовь. Это такая татарская КВНовская душа. И вот сегодня я с удовольствием пришла посмотреть. Главный приз юбилейного вечера завоевала казанская команда «Академия-02». Сегодня Международный день КВН. Игры, которые объединяют людей разных поколений. Татарстанский клуб веселых и находчивых – яркое тому подтверждение. Алена Струменская, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Что движет прогрессом? Твоя свобода. Твоя уверенность. Твой характер. Твой темп. Темп. Управляй прогрессом. В Казанском цирке с 19 октября мини-фест мира «Эхо Азии». Пусть сердце замирает только от счастья. В гемотест анализы для проверки сердечно-сосудистой системы от 290 рублей. Две по цене одной. В ноябре при покупке куртки или пуховика вторая вещь вам достается абсолютно бесплатно. Ермак, Волгоградская 8, Изорги 77. Крысы атакуют! Ротобор. Мощный ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Классный отдых с одноклассниками – это класс. Классные заезды в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть» – это комфортно, вкусно, спортивно и креативно. Подробности по телефону и на сайте. Окружаем заботой беззаботное детство. С 10 по 14 ноября во Дворце спорта «Шик и Шарм». Приходите за покупками. Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Просклад «Победа». Средство для мытья посуды АОС 400 грамм 95,90. Зубная паста Colgate 125 миллилитров 129,90. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бодрудинов. В ближайшие сутки в Татарстане температурный фон повысится, осадки не прекратятся. Подробности после полезной информации. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Метьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнай подробности по телефону 2677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2677 677. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Арске и Кукмаре будет облачно, пройдет дождь. Температура в течение суток составит 2-3 градуса тепла. В Буинске, Дрожжаном и Камском устье облачно, дождь. Температура и днем, и ночью от 3 до 4 тепла. В Чистополе, Черемшане и Аксубаево облачно, дождь, местами мокрый снег. Температура днем плюс 3, ночью 2-3 градуса тепла. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе пасмурно, мокрый снег и дождь. Температура днем плюс 2-3 градуса, ночью 3 градуса тепла. В Альметьевске, Лениногорске и Азнакаево облачно, мокрый снег. Температура днем плюс 1-3, ночью плюс 1-2 градуса. В туристических городах республики тоже влажно и пасмурно. В Свияжске в течение суток плюс 3 градуса. Будет облачно, пройдут дожди. В Болгаре 4 градуса тепла и днем, и ночью. Будет пасмурно, ожидается дождь. В Елабуге температура в течение суток плюс 3 градуса. В Казани тоже осадки в виде дождя. Температура в течение суток не будет меняться и составит 4 градуса тепла. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер западный сильный, более 6,5 метров в секунду. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Хороших вам выходных. Кеннерга Замышловался.